Полицейские патрульно-постовой службы на Левобережном дачном обществе задержали 40-летнего мужчину, который при виде сотрудников совершил сброс подозрительного вещества. Экспертиза подтвердила, что задержанный хранил при себе гашишное масло. Как выяснилось, мужчина ранее судим за незаконное хранение наркотических веществ. В отношении него возбуждено очередное уголовное дело. Оперативниками полиции и наркоконтроля выявлен еще один факт незаконного оборота наркотических средств. С перекрестка улицы Свердлова в полицию доставлен местный житель 61-го года рождения, при личном досмотре которого изъято наркотическое средство гашиш массой более 35 граммов. Известно, что мужчина ранее судим за совершение хищения. Как отметил на аппаратном совещании заместитель министра внутренних дел Алексей Кижватов, на территории 5 муниципальных образований наблюдается осложнение оперативной обстановки. Связано с совершением тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Это одного убийства в региональном центре, 5 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в городе Кызыле, Кызыльском, Лукхемском, Аверском районах. В региональном центре в ходе семейного конфликта супруг совершил убийство своей жены, после чего попытался совершить суицид и нанес себе ножевое ранение. В Лукхемском районе мужчина 71-го года рождения из-за возникших личных неприязненных отношений, используя в качестве орудия преступления огнестрельное оружие, произвел выстрел в сторону своего соседа, причинив тяжкий вред здоровью. Также в ходе операции сотрудниками уголовного розыска по горячим следам раскрыта кража крупной суммы денежных средств. С заявлением о хищении в полицию обратилась 53-летняя жительница села Пельдрары. Полицейские установили, что женщина пользовалась услугами такси и оставила свой кошелек, в котором находились 57 тысяч рублей. Когда она связалась с водителем, тот пояснил, что кошелек в салоне машины не нашел. В ходе оперативных мероприятий водитель был установлен и задержан. Подозреваемый признался, что обнаруженные деньги присвоил себе, однако не успел потратить. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Также по последним данным МВД увеличились случаи кражи скота. Всего за неделю зарегистрировано 4 такие кражи. Тот факт, что граждане продолжают допускать неорганизованный выпас животных, свидетельствует о неэффективной работе органов местного самоуправления. В рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции сотрудниками полиции за прошедшую неделю пресечено 25 фактов нарушения законодательства. В отношении правонарушителей составлено 23 административных протокола. Около сотни нетрезвых людей в пятничный вечер отмечено на улицах Кызыла. Наружными нарядами полиции в специальный центр помещено 60 человек. Кроме того, сотрудниками полиции по месту жительства проверено 24 неблагополучные семьи. В ходе операции наружными нарядами полиции с улиц удалено 95 лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. По месту жительства проверены 24 неблагополучные семьи и 11 несовершеннолетних. За неисполнение обязанностей по воспитанию детей в отношении родителей и законных представителей по статье 5.35 КоАП Российской Федерации составлено 11 административных протоколов. Всем известно, что алкоголь – бич современного общества. В ходе рейда полицейскими проверено 29 магазинов. За незаконную продажу алкоголя составлено 7 административных протоколов. Также возбуждено 2 административных расследования за оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства. Для стабилизации оперативной обстановки профилактические мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан, в дальнейшем будут продолжены в усиленном режиме. Айра Садкузалсары Сарен, Тува 24.